Yayınımızna devam etemiz saygılı dostlar. Dudadi Dada'nın maceralarını endi yarın seyir edeceğimiz. Bizim stüdyamızda ise Musafir ve şimdi biz muzika ve icadi dünyalarga yol almağa isteyimiz. Elbette hürmetli dostlar, tamam sanat hakkında laf edecekmiz. Çalgıcılık, öyle bir zinatı hakkında, çalgıcı zinatı hakkında sizge tarif edecek bizim misafirimiz. Stüdyamızda Seydali İzmailov, çalgıcı, trubacı, mına öyle etmeye gerektir. Selamun aleyküm, sabahlar hayırlı olsun. Aleyküm selam, sabahlar. Nasılsınız? Hepsi yaxşı, sağ olunuz. Siz de çok sağ olunuz geldiğiniz için. Çalgıcının sabahı adet üzere nasıl başlanır? Есть ли какие-то вот репетиции с утра, какие-то приемы? Вообще, как бы, я скажу, наверное, не секрет, что каждый музыкант ежедневно занимается музыкой. И, естественно, как он начнет свой трудодень, скажем так, духовик, наверное, в первую очередь для него это главное, привести себя в форму, чтобы в течение дня, как бы, в дальнейшем, в рабочем процессе ему было удобно, комфортно заниматься музыкой без разыгрывания, имеется в виду, что утреннего разыгрывания. Вообще работать как бы тяжело и поймет, наверное, только музыкант. Это все равно, что разминка у спортсмена перед каким-то физическим упражнением там, или что-то такого рода. Поэтому в любом случае утром проснувшись, приведя себя в порядок, музыкант берет инструмент, начинает разыгрываться, готовиться к целому дню. А если свадьбу играть, то еще и к вечеру. Правильно ли я сейчас понимаю, что первые ноты, вот особенно ранним утром, это, скорее всего, как вот первый блин, который вот готовится, вот они немножко вот не такие хорошие, как вот днем, вечером? Ну, не совсем как блин, наверное, не совсем хорошие, просто получается, что, чтобы привести себя в форму, надо разыграться, согреть инструмент, потому что в любом случае металлический, он прохладный, во-первых. Во-вторых, у духовиков амбушюрный аппарат должен как бы, это как мышца, не разогретая. Ее надо разогреть немножко, поэтому как бы оно начинается с осторожности, скажем так. Не так, как бы комом, как бы с осторожности, чтобы в первую очередь не навредить своему здоровью. Очень много тонкостей. В этом плане, да. Тонкостей очень много. Методов тоже очень много. Есть различные методы. Кто-то начинает, например, себя приводить в порядок вообще без инструмента. То есть существуют комплексы базинга упражнения, которые просто разогреваешь мышцы без инструмента. Потом уже начинаешь брать инструмент и... Возможно, для дыхания какие-то упражнения, естественно, да? Конечно, это все долгий процесс. Поэтому самый тяжелый момент музыканта – это правильно научиться, правильно воспитать себя, как правильно начинать заниматься для того, чтобы в дальнейшем был результат, скажем так. Потому что эффективное занятие приводит только к результату, а долговременное и неэффективное занятие результата не принесет. Давайте вернемся на начало вашего творческого пути. С чего все начиналось? Как вы пришли в музыку? С чего начиналось? Ну, это было, наверное, лет 30 назад, когда я был еще совсем ребенком. Отец меня спросил: ты будешь музыкой заниматься? Я говорю: да, баба, буду, конечно, буду музыкой заниматься. Он говорит: так, Балам, давай, сядь на диван и подумай, на каком инструменте ты будешь играть, чтобы потом ты мне не говорил: я хотел на том, а ты меня отдал на то. Сядь и подумай. Ну, я, в общем, сел на диван, подумал. Естественно, как все большинство, наверное, детей, я говорю: баба, я буду вот на барабане, буду вот так стучать, шуметь, греметь, барабанщиком буду. Он говорит: правильно, Балам, будешь трубачом, садись. И вот с тех пор я трубачом и стал. А семья музыкальная? Ну, наверное, как каждая крымско-татарская семья, кто-то когда-то в школе учился. И старший брат у меня скрипач, закончил музыкальную школу. Жена пианистка. Как бы все в той или иной мере связаны с музыкой, конечно. Ну, а так, если взять по профессии, один я, наверное, только вот так дальше работаю по музыке. А вот как раз-таки становление, да, вот продолжение творческого пути. То есть вы сначала отучились в музыкальной школе.
Как В пошло музыкальной дальше? школе отучился, да. Дальше поступил в университет КГИПУ. Мгм. Закончил его. Получилось так, что попал в армию. Отслужив в армии, вернувшись сюда назад, в Крым служил в Богодухове в Харьковской области. Вернувшись сюда, по специальности работу сначала не нашел. Как бы, ну, не было мест свободных. Получилось так, что произошел перерыв. Работал, кстати, на телевидении оператором на ГТРК Крым. Ух ты. 5 лет, да. 5 лет проработал оператором. И вроде ничего неплохо получалось. Даже многие говорили, что молодец, хорошо у тебя все. И все-таки музыка перетянула свое. Мгм. Как на канатах она мне каждый день. Я вроде хочу и телевидением заниматься, интересная работа, и музыку не мог бросить. И все-таки музыка меня перетянула дальше и начал. Пришлось уволиться с телевидения, вернулся в музыку, начал заниматься и попал в оркестр. И в оркестре, так, вот уже сколько лет, 10-12 лет уже в оркестре работаю. Мгм. Мы можем сейчас официально сказать, в каком оркестре вы работаете? Ну, наверное, да, я в военном оркестре 126-й бригады работаю, служу. И параллельно в Главном управлении МВД Крыма в оркестре, в культурном центре. Мгм. Военный оркестр это же немножко другая специфика. Это более сложно, мне кажется, потому что там прям вот все четко. Прям вот. Там все четко, все по расписанию. Единственный там большой плюс, что всегда есть время, чтобы заняться музыкой. Мгм. А если не секрет, звания дают? Дают, конечно, да. И звания, и все. Скажем даже так, перспектив на данный момент музыкантам, молодым я имею в виду, больше в военном оркестре, чем в гражданских немножко. Ну, как бы так, в плане и финансового денежного удовольствия, скажем так, и соцпакет намного выше. Мы призываем всех служить. Ну, там ничего на самом деле сложного нету в службе. Просто надо делать вовремя, что тебе говорят, и все будет хорошо. Мгм. Это, в принципе, по-моему, везде так, Везде, в вовремя принципе, все да, делать. Специфика другая, вы сказали, и все-таки подробнее хотелось бы узнать, какие мероприятия, на каких мероприятиях выступаете? Ну, например, очень много различных мероприятий. Если взять не сильно масштабно, то это открытие памятников, парады 9 мая, различного рода военные праздники, присяги у людей, родители приезжают. И как бы военный оркестр — это визитная карточка, скажем, любой воинской части, поэтому надо на достойном уровне выступать, чтобы люди видели это все. Это не запись, это не фонограмма, получается, живой оркестр играет в живую музыку, то есть права на ошибок у него, получается, нет. В любом случае надо играть все с первого раза и красиво. Исполняете только военную тематику, то есть военные мелодии, или... Нет, на самом деле как бы существует служебно-строевой репертуар, который военный музыкант обязан знать. То есть это Марш служебно-строевой, Победы, да. вот... Ну, такого рода мероприятия, потому что военный оркестр обеспечивает не только мероприятия, связанные там с открытием памятников, еще у него есть свои служебные обязанности, такие как разводы караулов. О. Это ритуалы, военные ритуалы, вечерние проверки. Там есть своя специфика, своя музыка, там определенные мелодии своей То есть, тематики, которая военной несет тематики. какой-то посыл в себе, Да, да, это ритуал военный, ритуал, который соблюдается военным оркестром. А вообще, очень разнообразная музыка, и эстрадная музыка, и даже джазовая музыка в военных оркестрах присутствует, не в малом формате, скажем так, потому что есть определенные, как скажем так, планы на год оркестру, которые он должен выполнить. То есть это не только выступление, например, самого оркестра, плюс с творческим коллективом. Ну, если кто-то помнит, не помнит, «Джаз-рандеву», вот наш оркестр часто с ними в прошлом году выступали с коллективом «Джаз-рандеву» в Государственной филармонии. То есть у нас был совместный проект, они пели, мы играли, как бы. Обязанностей очень много в оркестре, я имею в виду музыкальных.
Есть ли конкурсы среди военных оркестров? Соревнования на лучшие? Конкурсы, ну, наверное, в основном это называется правильно, наверное, не конкурс, а фестивали военных оркестров. В этом году, к сожалению, из-за пандемии как бы фестивали не состоялись, да. Хотя было запланировано. Ну, на следующий год, вот как бы опять запланировано в мае месяце или в мае месяце в Астрахани будут опять проходить военные фестивали, где соберутся, наверное, ну, я не думаю, не меньше десятка оркестров, и каждый будет удивлять людей своих творчеством. Замечательно. А вне работы играете, занимаетесь музыкой? Возможно, пробуете себя на других инструментах? Ну, На барабане, чтобы осуществить мечту детства, да? ну, естественно, конечно, хочется и на других инструментах, и на фортепиано поиграть, и на барабане поиграть. Как бы в процессе учебы это все и как бы и происходило, было общее фано во время учебы. Барабан это, да, не воплотившаяся мечта, но играть играю, конечно, когда есть такая возможность. Вне работы, ну, наверное, вся жизнь работа. Это получается, если я не беру в руки инструмент и не играю вне работы, то я думаю о чем-то, что вот хотелось бы, наверное, вот так сыграть, наверное, хотелось бы вот так, а вот завтра пойду попробую вот так, наверное, получится будет. То есть это уже не работа, Только это образ жизни. это уже да? образ жизни, на самом деле, за столько лет, ну вот если, я же говорю, я, наверное, не самый старый музыкант, но если меня даже взять, 30 лет я уже в музыке. Как бы уже даже жизни своей не представляю, как можно теперь без нее дальше. Вот если бы мне сказали, выбирай, будешь ты дальше музыкантом, или мы тебе вот больше заплатим, все, ты музыкантом не будешь, будешь кем-то другим. Ну, я бы, наверное, уже все, второй раз я бы, наверное, не отказался бы от музыки. Ну, на самом деле, это хороший пример, я считаю, и, наверное, молодому поколению стоит как бы брать пример. Что бы вы хотели пожелать непосредственно молодому поколению? Потому что мы знаем, что многие идут в музыку, но дальше, наверное, не знают, как себя реализовать. Вот какие бы у вас были пожелания к молодым музыкантам? Ну, на самом деле, наверное, нужно в первую очередь стремление и желание научиться тому, что ты хочешь. Реализовать себя, наверное, сможет каждый человек, который поставит перед собой цель и пожелает ее достичь. Ну, при большом желании можно достичь очень больших результатов. Ну, наверное, как правильно это все сказать, молодому поколению надо не бояться, и возможностей у них намного больше. Если мы в свое время, как бы так скажем, когда учились, имели определенные границы в плане информации, то сейчас интернет, различные школы обучения, различные упражнения очень большую перспективу дают молодежи, чтобы в коротком промежутке времени достичь высоких результатов. Мы еще кассеты там вот так крутили этими карандашами, там, чтобы послушать еще раз, а как же там сыграли. А сейчас как бы кнопочку нажала. Возможностей намного больше, да. Да. Поэтому только труд, стремление и желание приведет к желаемому результату. Sağ olunuz, келгеніңіз үшін. На самом деле, очень рады с вами познакомиться и узнать вашу историю. И, конечно же, желаем дальнейших успехов, творческих успехов, самое главное. Сагулус. Надеюсь, увидимся еще. Обязательно. И надеюсь, не так рано утром, чтобы мы, конечно же, смогли насладиться вашим замечательным В исполнением. следующий раз я обязательно подготовлюсь и постараюсь что-нибудь исполнить. Çok sağ olunuz. Студии всегда открыты для вас. Çok sağ olunuz келгеніңіз үшін. Урметті достар, мына böyle bir güzel sübеттен соң yayınımızны devam etemiz. Tamam, oyuncaklar hakkında laf isteyeceğimiz galiba. Да, doğrusu oyuncaklar değil de bezetmeler. Yani yanı yıl bezetmeleri hakkında bizim Nevbet'teki lafımız.